Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Ни для кого не секрет, что в нашей республике живут добрые и отзывчивые люди. Жизнь на севере сплочает, заставляет каждого из нас чувствовать острую ответственность не только за себя, но и за других людей, особенно когда кому-то нужна помощь. Но некоторые люди пользуются нашей с вами добротой и доверчивостью. Статистика гласит, что за последний год количество кибермошенничества возросло в несколько раз. И способы обманывать якутян становятся все сложнее и изощреннее. Порой даже самый внимательный житель республики попадается на удочку мошенников. И сегодня мы поговорим о том, как не стать жертвой кибермошенников с майором полиции, старшим оперуполномоченным уголовного розыска МУ МВД России Якутская Арсеном Куличенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Арсен Александрович, давайте начнем сразу с того, что такое кибермошенничество, с примерами, если можно. Кибермошенничество – это новый вид преступления, который появился не только у нас в республике, но и вся Россия страдает от него. Это преступление, совершаемое с помощью интернет-технологий. Ни для кого не секрет, что также это телефонные звонки от иных сотрудников безопасности банка. Вот если приводить примеры, в данном случае, если гражданину звонит сотрудник безопасности, говорит, что на его счете проводятся какие-то непонятные движения, стоит на это обратить сразу же внимание. Никогда сотрудник банка не будет вам звонить, говорить, что на вашем счете что-то происходит. Если говорить простым языком, банк может позвонить вам как гражданину Российской Федерации для того, чтобы предложить вам только кредит, но никак не говорить, что с вашего счета пытаются снять деньги. То есть если разговор идет о том, что с вашим счетом что-то делают, это уже однозначно не все банк. даже банковские сотрудники знают своих сотрудников безопасности, поэтому сотрудник безопасности банка звонить обычному гражданину никак не может. В принципе не будет? В принципе, это просто невозможно. Это не его работа. Если вам звонит сотрудник безопасности банка или сотрудник банка и говорит, что на вашем счете проходят какие-то непонятные движения, на вас пытаются оформить кредиты, вот это как один из распространенных способов, то есть и пытаются пояснить вам, что вы должны взять кредит в этом же или в другом стороннем банке и переложить все это на счета в совсем другой банк. Это, как говорится, уже явное мошенничество. То есть сотрудник безопасности банка вам звонить не будет. Также из примеров можно привести это. Участились случаи мошенничества на интернет-площадках по продаже, приобретению товаров. То есть к вам обращается покупатель и говорит, что хочет заключить с вами сделку, после чего направляет вам ссылку для проведения безопасной сделки. Тут стоит учитывать то, что гражданин, который на этой интернет-площадке выложил свое какое-то имущество, должен ознакомиться с правилами безопасной сделки. То есть никаких сторонних ссылок прийти не может. Человек, если с вами общается и пытается перейти на другую интернет-площадку, интернет-мессенджер, WhatsApp, Telegram, это уже должно настораживать, потому что все действия по продаже, приобретению каких-то товаров, перечислению денежных средств проводится только на этой интернет-площадке. Но это мы говорим о сервисах продажи типа Авито, Юла там и так далее, да? Авито, Юла, ЕКТ, по-моему. ЕКТ, И еще одно из распространенных – это звонок из банка. В последнее время это новое уже. То есть киберпреступность, она не стоит на месте. Она каждый день практически развивается, находит новые способы, потому что что-то стареет, люди уже перестают верить. Это звонок с банка от бота, скорее всего, когда вам сообщают, что ваша карта, у вашей карты истекает срок действия. Для чего нужно дать свое согласие на перевыпуск карты, назвать ССВ опять-таки старой карты, номер счета. То есть данными действиями мы, опять же, даем преступникам доступ к своему счету. А если правда у меня истекает у карты срок действия, если мне могут позвонить из банка по этому поводу или нет? Тут вопрос к банку, но, по-моему, насколько такое было... Или я сразу говорю вечер в хату и бросаю трубку? Если сотрудник банка вам звонит и говорит, что у вас истекает номер карты, он никогда не спросит у вас ССВ и ваш лицевой счет. Действующий номер и лицевой счет. Он скажет, обратитесь в банк для перевыпуска.
Все, на этом разговор заканчивается. Это вот еще одно из распространенных. И что еще можно указать? Это развитие криптовалюты, допустим, да, если брать как мошенничество, это тоже относится к киберпреступности, потому что у нас в государстве ее не существует, и влаживаться в нее тоже не стоит. Не, подождите, криптовалюта это же как акции. То есть Если мы, даже- мы тут отдельную программу делали про криптовалюту, разговаривали с разными экспертами. И Ну, насколько я знаю, в Российской Федерации пока нет такого института, как криптовалюты, взять тот же биткоин. Но люди, учитывая то, что биткоин это же как бы способ дополнительного заработка, так же как и инвестиции, влаживаются в биткоин и вывести свои деньги ну, никак не могут. Вот. Так же, как и вот инвестиции, банковские инвестиции, люди почему-то доверяют сторонним сайтам, хотя сейчас в данный момент в приложении любого банка мобильного да, есть предложение вложиться вот в какие-то инвестиции. То есть уж лучше я буду там, на той площадке работать с банком, чем с каким-то сторонним человеком, который обещает мне энную сумму, там, чуть ли не миллионы. Ну, по-моему, если бы у нас, вот, если простым языком говорить, да, все было бы так хорошо вот, именно вот в инвестициях, то, я думаю, сейчас любой бы житель республики разбогател бы минимум как на энное количество миллионов, и все бы мы жили бы красиво и хорошо. Но это же на грани фантастики, же правильно, согласитесь? Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю нашей программы можно, позвонив прямо сейчас по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Расскажите, а кто чаще всего становится жертвой кибермошенников? То есть это пожилые люди, да? Так считается? Будет неправильно говорить, что только пожилые люди становятся жертвами мошенничеств, потому что, судя по статистике, мы все, ну, то есть любая категория подвержена данным, может стать жертвой данного вида преступления, ввиду того, что, ну, если брать средний возраст, это от 30 и выше, ввиду того, что мошенники тоже не сидят на месте. Мы живем сейчас в открытом пространстве, в сети интернет, мы все перешли на цифровые площадки. То есть узнать, кто ты, кем ты являешься, для человека, который нацелен похитить наши деньги, это ну, как бы не составляет большой сложности. Например, ну, обманывать студента, ну, как бы это того не стоит. Бессмысленно, потому что у него денег да. нет, скорее всего. А вот нацеливаться на граждан категории, которые уже работают, состоявшиеся граждане, это проще. То есть, еще раз говорю, мы живем сейчас в открытом пространстве. Узнать о человеке можно даже не обращаясь никуда, просто набрать ВКонтакте, там, в том же. Как-то вот так. Поэтому говорить, что это категория только пожилых граждан, ну, это будет, скорее всего, неправильно. А действительно этим промышляют чаще люди, которые сидят на зоне, или это такой миф? Статистика показывает, что в настоящее время это не только люди, отбывающие наказание в листах лишения свободы за аналогичные преступления, за другие виды преступлений. Это создаются целые колл-центры на базе каких-то фирм-однодневок. То есть, если брать по последнему примеру, вот этот, то есть киберпреступность, вот эти мошенники, они настолько начали развиваться в плане того, что дешифровки своих каналов обращения, да, лицевых счетов, что предметы, средства преступления, с которыми совершаются, телефоны, банковские карты, привязанные счета, они передаются бесконтактным способом лицу, который, вот, например, согласно с ними работать на какой-то процентной ставке. То есть отследить можно, но это очень трудоемкий процесс. И это бывает в основном, не сказать, чтобы только люди, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Я правильно поняла, что мошенничество как бы считается кибермошенничеством, если присутствует перевод там, с денег с карты на карту? То есть уже это кибермошенничество, Есть разделение да? в Уголовном кодексе и пленум суда, который поясняет,
какие мошенничества, какие виды преступлений относятся именно к киберпреступлениям. То есть если эти действия проходили в сети интернет, по телефонному звонку, получая доступ К банковской карте? банковской карте, снятие денежных средств с банковской карты, вот эти вот вложения, вот эта вот криптовалюта, все это киберпреступность. Есть мошенничество, это когда оно контактное. Эта категория контактных, это, допустим, если на примере объяснить, иной человек берет у вас деньги на приобретение вам участка и потом его не отдает. Вот, допустим, данная категория к к IT-преступлениям никакого отношения не имеет. То есть независимо от того, отдала я ему деньги наличкой или перевела... Да, на тут, счет? скорее всего, уже тут конкретно контактное преступление. То есть, и, в принципе, вы знаете это лицо же, правильно? Которое перевели там. Это больше относится к, вот как если на примере финансовых пирамид тоже брать. Вот люди идут, влаживают деньги Конкретным людям. конкретным людям. То есть это уже не киберпреступность, это мошенничество категории другой. Хорошо, а если вот, допустим, позвонили, ты заслушался, перевел деньги, а потом в какой-то момент там понял, что да, эти были мошенники, вот, что потом делать? Бежать в полицию, писать заявление, звонить в банк, карты блокировать? Или... В первую очередь стоит задуматься о своей дальнейшей финансовой безопасности и, конечно, заблокировать карту. После чего сообщить в полицию о совершенном в отношении вас преступлении, то есть позвонить 02, написать заявление. А вообще, если так брать, лучше не разговаривать с людьми, которые звонят с банка. Если вы не уверены в чем-то, если вы чувствуете, что вас начинают выводить на другой разговор, куда-то в другую степь, как говорится, как правильно сказать, в другое русло разговор уходит, лучше обратиться в банк напрямую, позвонить на горячую линию. Ввиду того, что сейчас существует еще много преступлений по звонкам, если брать примеры, это подмена номеров. Вам могут позвонить с дежурной части МВД, вам могут позвонить в дежурной части управления, межмуниципального управления Якутска, вам могут позвонить со следственного отдела Республики Если Саха-Якутия. представиться сотрудником? Сначала вам звонит сотрудник безопасности банка, говорит, что в отношении вас совершаются преступные действия. Мы знаем, что это сотрудники вашего банка. Сейчас вам позвонит сотрудник полиции, представится, объяснит вам ситуацию. То есть человека вводят в заблуждение, и ему звонит сотрудник полиции, представляется. Человек видит, что номер действительно какой-то госструктуры. Ему представляются майором, подполковником, заместителем самого министра могут представиться. И человек начинает искать этот номер в интернете. А в интернете он, конечно, будет показан, как, например, МУ МВД Якутской дежурной части или телефон оперативной части, следственной части какой-то города Якутска. То есть он, не осознавая, уже думает, что действительно он осуществляет какие-то действия в поимке сотрудников банка, которые занимаются преступной деятельностью. Уверяю, что если вы никогда не обращались в полицию, просто так вам сотрудник полиции, тем более из дежурной части, не позвонит, и тем более сотрудники полиции не в тесном контакте, чтобы выходить вот так вот через безопасность банка, такого нет. Проводятся конкретно оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия только в рамках возбужденных уголовных дел или по материалам заявлений. Но просто так вам никто не позвонит и не скажет. То есть в данном случае тоже нужно обезопасить себя тем, что если вам позвонил сотрудник безопасности банка, далее позвонил сотрудник полиции, скидываете трубку и можете обратиться в ближайший отдел полиции, уточнить, действительно, есть ли там такой сотрудник, то есть звонят ли сотрудники, так, и информативно обратиться уже за помощью к сотрудникам полиции настоящим. Нет, подождите, то есть мне позвонили на мобильный, да, у меня определился номер, я его пробила, там, допустим, в том же ТУГИСе, Да. как номер полиции.
вешаю трубку, прекращаю разговор, перезваниваю по этому номеру, и куда я попадаю? Вы попадете в отдел полиции, возможно, опять попадете на мошенников, потому что данная подмена номеров, она контролируется, как бы предоставляется провайдерами, находящимися в Российской Федерации. Они действуют, номер однодневка, как бы есть вариант, что вы все-таки можете попасть на этого же сотрудника, якобы сотрудника, который вам звонил, ввиду чего лучше позвонить на номер 02 и уточниться по данному факту. То есть к 02 они точно не К 02 они подцепятся? точно пока еще не подключались. Есть только рабочие номера дежурных частей, пока только так. И номера в основном начинаются 7495, 7493, регионы, не относящиеся к нам. Может позвонить даже местный номер 8914, но здесь стоит учитывать то, что подмена номера вот этого, то есть на федеральном уровне это пока еще не проработана программа, как бороться с подменой номера. То есть услуга предоставляется, но не отслеживается кто и каким образом получает доступ к этому номеру. Нужно только заплатить деньги. Там, как-то вот так. А эта услуга предоставляется законно? Да, она находится на законных, то есть предоставляется на законных основаниях, но вот видите, это одна из лазеек, то есть одна из, как сказать, погрешностей в нашем. Потому что я слышала, что они даже вот к номеру 900, номер Сбербанка, который Да. все знают, они к нему тоже могут подключаться. Номер 900, напоминаю, тоже никогда вам не позвонит. Нет такой банковской услуги звонить гражданам с номера 900 и оповещать их о том, что они становятся жертвой мошенников. Если правильнее сказать, чтобы гражданам, жителям республики было более понятнее, да? Банк позвонит вам только в том случае, чтобы навязать вам кредит. Вот если вот так правильно говорить, да? То есть это вот ежедневные звонки, мы одобрили вам кредит, Да. но ни в коем случае он не будет звонить, что вы становитесь жертвой мошенников, что на вашем счете какие-то... Ну, трудно представить, что банковский сотрудник сидит и отслеживает, например, энного жителя республики, что у него на счете проходят какие-то непонятные переводы, транзакции. Да? Потому что мы ежедневно совершаем покупки, ежедневно переводим своим родственникам, ежедневно переводим деньги за оплату каких-то услуг. Нам же не звонят с банка и не говорят, вот, вы случайно ли там, не перевели ли это мошенник? Нет, видите. Поэтому, как только вам позвонил сотрудник банка, представился там сотрудником безопасности или сотрудником банка и начинает вам говорить, что вы становитесь жертвой мошенников, что вы можете помочь сотрудникам полиции в раскрытии преступления, которые совершают банковские сотрудники или иные лица, это должно уже привести вас к тому, что просто вы должны положить трубку и прекратить разговор. А есть ли разница между тем, сняли ли у меня мошенники деньги с карты, пользуясь тем, что я им по глупости назвала, думала, что говорю с банком, по глупости назвала свой номер, и там пин-код и что еще. Вот. Или я сама перевела эти средства, опять же, слушая их, там, как бы добровольно перевела. Разницы нет. Это все равно совершено в отношении вас преступление, предусмотрено статьей 159, 158, часть 3. Не буду вдаваться в статейные. В отношении вас все равно совершено преступление. То есть я все равно могу обратиться в полицию да, и потому что вас убедили, сказать, что меня обманули. Вас обманули, вы перевели. Не обязательно то, что они у вас сняли, а вы перевели. Это уже считается, что человек получил выгоду, а вы ничего с этого не получили. То есть умышленно он ввел вас в заблуждение, вы перевели ему деньги, а, допустим, он не выполнил свои обязательства какие-то. Все. Это уже мошенничество считается. А как часто такие вот случаи у нас происходят? Бывают часто, но, знаете, тут в настоящее время, категория данных преступлений у нас совершается разная. То есть это и звонки с банков, это же Авито, интернет-площадки по продаже, это те же вложения В криптовалюту? те же вложения в финансовые пирамиды. Все это остается, и статистические данные, они ведутся, конечно, но если вот так вот говорить, то по 4 обращения в день бывает у нас.
По 4 в день. По Ну, это 4 довольно в день. много, да. Да, это довольно много, тем более для нашей, ну, не такой уж большой, то есть большой республики, но не с таким большим населением. Мгм. А какова вероятность вообще вернуть деньги? Или уже можно забыть про них? Забывать не стоит, потому что выявляя новые методы вот этих преступлений, сейчас прорабатываются новые системы, разрабатываются новые программы для выявления данных лиц категорий. Сотрудники у нас выезжают в служебные командировки для поимки преступников. И государство обеспечивает меру возмещения ущерба в рамках уголовного дела гражданам. Ну, работа ведется, просто данная категория преступления, она новая, до конца не изучена, и методы мошенников, они как бы практически ежедневно прорабатываются заново ими, как бы, и мы вот за ними бежим и бежим, и бежим. Ну вот, кстати, пытаемся. про новые. Вот многим якутянам не так давно стали поступать сообщения от некоего Феди, который просил сохранить его номер. Вот это вот. Тут вношу Что ясность, это? данное сообщение не имеет характера мошенничества. Это один обычный гражданин республики, который стал жертвой так называемого кибербуллинга. Это создание СМС от его номера. То есть, опять же, подмена номера, приобретается его номер. Ну, возможно, он просто с кем-то поссорился, и кто-то более-менее разбирающийся в интернете вот, решил ему таким способом насолить. То есть мошенничества здесь нету, это просто кибербуллинг. То есть Федя жертва? Да. Понятно. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я бы хотел вас спросить, могут ли мошенники получить мои персональные данные из госуслуг и там сделать что-то нехорошее? Потому что в WhatsApp очень часто говорят о том, что мошенники уже могут получить данные из госуслуг. Добрый вечер, спасибо за вопрос. В настоящее время обращений по вашему вопросу у нас не было. И госуслуги все-таки это более закрытая программа. Получить к ней доступ не так уж и просто. А, скорее всего, сообщения, которые распространяются в WhatsApp, это опять домыслы чьи-то. Но хороший вопрос, мы возьмем его на контроль, потому что пока у нас обращений таких не было. И вот конкретно какой-то ответ я вам дать пока не могу. Ну, кстати, в последнее время ведь госуслуги, они связаны и с твоим профилем в Сбере и так далее. Вот. Но я, например, сталкивалась с таким, что сидели люди в поликлинике, в районной поликлинике сидела девушка и представлялась представителем какой-то страховой компании. Вот, что-то говорила про пенсионные деньги и в какой-то момент попросила там пароль на госуслуги. Вот. Я думаю, ну зачем ей мой пароль на госуслуги, что она с ним будет делать? Вот. Но как бы это я, да, и до меня еще дошло вовремя. Вот. А они сидели просто в поликлинике. Ну, то есть, как будто бы, ну, это же заведение государственное, да, у них там стол стоит, девушка сидит, анкетку заполняешь. Вот. И просит пароль, который придет вот в госуслуги по СМС. Ну, напоминаю, что мы, предоставляя свои персональные данные, вот эти коды, СМС-коды, которые приходящие, да, от любого своего контента, мы практически разглашаем информацию, которая может быть, которой могут воспользоваться третьи лица. Поэтому, я думаю, стоит сначала обдумать вот этот поступок, сообщать ли кому-то пришедший пароль от моего же аккаунта, от моей личной страницы в госуслугах или в другом аккаунте, допустим, да? Ну вот если обратиться к статистике, то чаще всего обращения о кибермошенничестве поступают из Якутска, Ленска, Мирного, то есть из городов центральных. Почему почему так распределяется? Или просто у нас в городах тупо больше людей живет? Тут ответ на этот вопрос очень простой. Все-таки в городе больше населения, а в городе больше возможностей у людей зарабатывать намного больше, чем в районах, допустим. Да?
И ни для кого не секрет, даже для Центральной России, все, они же сидят, изучают, чем занимаются в данной республике, какой доход среднего населения. Если брать все города промышленные в основном, это Мирный, алмазная столица, правильно? Ленск, нефть, газ. То есть люди заняты в социальной сфере, в которой заработная плата им позволяет как бы более лучше, например, жить, чем вот в других граждан. Поэтому все это мониторится. Киберпреступность, она тоже не состоит только из того, что люди сидят и как бы давайте вот этому позвоним. Они мониторят соцсети, изучают досконально, чем человек занимается. Вот мы же выкладываем в соцсеть, допустим, в той же страничке Инстаграм, что я работник крупной компании. Почему бы ему не позвонить? Вот так вот. А в районах все-таки население меньше занято, правильно, там. И средняя заработная плата меньше, например, чем в городе Якутске. Ну, то есть просто они мониторят, Да, они смотрят. мониторят, смотрят, сколько человек зарабатывает. Ну, А, кстати, есть такая статистика, из какого города и региона чаще всего бывают мошенники? Потому что бывает так, что номер определяется даже как местный, там 924 или 914, а там на другом конце провода там гэканье характерное. ну, в основном звонят с Центральной России, Московская область, Санкт-Петербург. Есть звонки с Украины. То есть это обширно, то есть охватывает всю территорию Российской Федерации. Не говорят, что только вот с Московской области звонят. Это может быть тот же Мурманск, Астрахань, где находятся вот, да, иные граждане, оттуда они и звонят. То есть мониторинг того, что звонок поступил именно оттуда, он ведется, но такой статистики, что прям вот откуда именно звонили, мы не видим. А как вы считаете, кибермошенничество сегодня это вот начало становления этого нелегального бизнеса? Или существует возможность справиться с этой проблемой на корню прямо сейчас? На корню прямо сейчас мы с этой проблемой решить эту проблему не сможем, потому что оно не до конца изучено и новый вид преступления. Вот если брать совсем 5 лет тому назад, мы даже не слышали, что такое киберпреступность, правильно? Нам никто не звонил из банков. А сейчас это ежедневно вот распространяется. Тут, если решать эту проблему, то, скорее всего, это нужно решать, знаете, как на общественном уровне больше. Это профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками полиции, как бы, если мы доводим как-то до граждан, то мы не можем охватить тот процент населения, чтобы вот у всех сразу появилась финансовая грамотность. Поэтому тут как бы должна подключаться еще и общественность. Мы вот, например, все же знаем, что мошенничество происходит ежедневно, люди обращаются. У нас есть соседи, у нас есть родители. Я думаю, например, если кто-то перешлет ролик своей маме и заодно с ней поздоровается, да? Это будет одно и то же, что общение, и мы предупредим своих близких о том, что вот существует такая проблема. А вот еще есть такая байка, что когда ты отвечаешь по телефону на незнакомый номер, нельзя говорить «да», потому что они могут записать «да» твоим голосом и потом там воспользоваться. Это правда или нет? В одном из банков существует у нас сейчас как бы проблема, не проблема, а есть обращение, когда граждане просто соглашались на перевыпуск карты, давали согласие, не называя никаких своих персональных данных, ничего, и снимались деньги. То есть, видите, оно все так, все больше и больше они находят лазейки, куда, как там. Но это не означает, что это в какой-то... Нет, то есть реально, да, нельзя говорить «да»? Ну, лучше обезопасить себя, положив трубку, если вам звонят с банка. Нет, ну вот просто позвонили, некоторые люди говорят «да» вместо «алло». Ну, нет, я бы не сказал бы, что это прям совсем. То есть, мы не сталкивались с такими случаями, по крайней мере, у нас не было обращения. Обращения обычно бывает, что звонили из банка, сказали, что ваша карта там скоро заблокируется, вы согласны на ее перевыпуск. Человек говорит «да», и деньги
начинают сниматься. А, вот так вот Да. даже. Даже номера не требуют. Нет. Но тут проблема еще в том, что, знаете, хотелось бы обратиться к гражданам, которые приходят, ну, стали жертвами данных преступлений. Как бы люди, осознавая, что они потерпевшие, не всю информацию доводят до следственных органов, до уголовного розыска, потому что, ну, как бы, я как бы знал, что в отношении меня совершают мошеннические действия, но пошел на поводу, и это заводит человека в ступор, и он начинает придумывать историю о том, что я знал, то есть я не знал, и я им ничего не говорил. И мы не можем переубедить потерпевшего, чтобы он нам сказал конкретно, что он же, возможно, довел до Но них ему все эти ему цифры. просто Да, ему стыдно, просто что стыдно, да, он граждан. повелся. И Я думаю, в данном случае в глупом свете себя это, выставит. Ничего постыдного тут нету, мы все можем, да? Любая категория граждан. Даже включая сотрудников полиции. Ну, все же может быть в жизни, да? Спасибо вам большое, Александр Александрович, что пришли к нам в студию. Беседа получилась поучительная. Надеюсь, что жители республики будут впредь внимательнее и осторожнее. Желаем вам успехов в вашем доброго. нелегком деле, в борьбе. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.